То есть по факту у нас в нефтехранилищах нефти недели на 2 запасов, чтобы Примерно. компенсировать вот это время простоя. А сколько будет идти восстановление? Я думаю, что не меньше, чем полгода. Не Полгода. менее чем полгода, в лучшем случае. Сейчас вот буквально недавно они встречались в Дубае, проводили заседание Совета директоров КТК, и там заказали вот там оборудование, которое изготавливаться будет, может быть, в Эмиратах, может быть, в США, и поставляться. Но это не быстрое дело. Вот представьте, ремонт в квартире, он может длиться месяц-два. Да, а это сложный производственный объект, у которого куча согласований, у которого там в том числе экологические риски, пусконаладка и так далее. Это как минимум полгода, может быть, даже дольше. То есть в течение как минимум полугода мы будем нести потери в наш республиканский бюджет. Абсолютно, да. Где-то вот миллиард 200 мы недополучим именно как бюджет, это не считая Казмунайгаза, других казахстанских компаний. И я вот приводил, ну, это там, допустим, порядка 1000 школ, которые можно построить в Казахстане, например. Вот, ну, такой ущерб. Так, не 1000, может быть, там, я в нуле, может быть, ошибаюсь, да, порядка там 10 миллионов долларов. 7 миллионов долларов стоит школа. Да, это получается где-то 120 школ, вот мы недополучим за это время. Вот представьте, за полгода такая сумма. И извинений, во-первых, с украинской стороны принесено не было. Нет, они наоборот сказали, что, ну, Казахстан, вы там не высказывали свое недовольство действием России по отношению к нам, и, в общем-то, так вам и надо. Да. Минэнерго сказала, типа, нельзя допускать в будущем вот такие атаки. Это уже третья, кстати, была. Но, я так понимаю, это же самая масштабная, да, атака. Вот, смотрите, это большой вопрос. Есть так называемая ошибка выжившего. Вот мы все думаем, что дельфины спасают людей. Почему? Потому что мы знаем только те случаи, когда дельфины спасали людей. Мы не знаем тот объем, массив информации, когда дельфины игнорировали людей, или, может быть, там акул к ним звали, или, может быть, я не знаю, кусали их, к примеру. То есть мы видим только ту часть, которую вот мы знаем, что вот дельфины спасают людей. Которую нам показали, грубо говоря. Да, ну, о которой стало известно. Мы видим сейчас только 3 атаки на КТК. Мы не видим тот массив, который был реально, скажем так, предпринят атак против него. Условно говоря, вот летят беспилотники, и их сбивают на территории Российской Федерации там по 50, по 100 штук в день. И может быть конкретно там в Краснодарском крае, да, а их может быть гораздо больше. Их где-то сбивает, ну, в целом, как понять, куда он летит? У него же нет большого баннера, я лечу на КТК, правильно? То есть его где-то сбили. Мы не знаем, куда он летел. Они же не летят, как ракета по прямой. То есть они там могут маневрировать, они там углами заходят. То есть атак, я думаю, было гораздо больше. Но попали именно 3, которые мы знаем.